Марш Долой, добрый вечер, добрый день. Всем добро пожаловать на канал Чеченской демократической партии. Сегодня в гостях у нас Аслан Лорс. Аслан Лорс, один из соучредителей Чеченской демократической партии. И я сразу перехожу к вопросам. Марш Вокал, Аслан, кстати. И мой первый вопрос сразу. Расскажи немного, пожалуйста, о себе. И кто ты и почему ты стал одним из соучредителей партии? Я Лорс Аслан, родился в Чеченской республике, проживал в Старой Сунже, чем я горжусь, и вынужден был приехать во Францию. Ну, это связано, естественно, с войной. Значит, всяким беспределом федеральных войск в то время, зачистки, убийства, беспредел. И я больше этого видеть не желаю. И после этого я не смог бы жить там ни одного дня, видя оккупационный флаг над своей республикой. В общем, патриотические мотивы. И то, что я не смог бы жить с ними дальше, унижая наших женщин, детей и старших. Ну, кто-то подумает, что мы ушли от хорошей жизни. Нет, мы не от хорошей жизни, мы от плохой жизни оттуда ушли. И каждый день прибывают сюда, в Европу, люди. И сегодня рвутся сюда очень много, десятками сюда не могут попасть, кто-то попадает, бегут от этой России. Казалось бы, это наша отцовская земля, но это не так, это не отцовская земля, это оккупированная земля, и я там жить не смог бы ни дня. Но я ни один день не прошло, ни ночь, чтобы я не думал о своей земле, о своем селе и, естественно, о своем доме. Нам в этом мире нам нельзя какие-то идеологические, значит, неведомые идеологию, значит, внедрять, значит, государство. Там, скажем, ну, особенно мы болеем, вот эти партии, у нас никогда демократической партии не было, значит, ее чуть уже обзывают чуть ли там безбожниками, там, да, там тебя выносят, там, ну, это есть такая категория тоже, ну, гуманитарцы, они тоже наши, эти категории, они, конечно, и себе, и нам подарок сделают. Ну, дай Бог, чтобы этого не было. Но тем не менее, мы должны стремиться к демократическим ценностям. Мы должны только и только защищать наши национальные интересы, национальные ценности наши, будущее, нашу культуру, значит, наши адаты, нашу религию. Да, вот нас не надо там супер мусульман делать, мы есть, зачем это все говорить? Зачем кому-то надо третье лицо, чтобы между Богом с тобой становился, и он кто-то говорил, что ты безбожник или не безбожник. Вот это, ну это, знаешь, кому-то слушать бывает иной раз смешно, иной раз как бы неприемлемо. Ну, мне жаль таких людей. Почему? Потому что, естественно, они тоже хотят нашу республику видеть процветающей. Но сама концепция, которую они вырабатывают или хотят выработать, у них не получится это. Потому что само 1400... Да. Ты считаешь, что она заведомо провальна? Да, Сурху, я так считаю 100%, для себя не сомневаюсь, потому что как-то раньше религия, например, мы со слов имамов или мулов
в мечети знали, да, я тоже очень много, как и все остальные, да, значит, и в мечетях проповеди слушал, и отдельные беседы, все. Ну, я как бы я как-то постарался сам разобраться и историю вникнуть, чтобы когда ну, невозможно с ними разговаривать, они затаскивают очень далеко человека, и на чем-то зацикливаться невозможно. И они заводят тебя в то заблуждение, которое у тебя как бы бесконечные небеса не достигнут тебе, ни пешим, ни летом. Вот. Нету никакой концепции, чтобы мы пошли по этой пути. Конечно, какой человек не согласится, если у человека есть концепция хорошая, да будет он божественный. Но если эта божественная концепция ведет народ в блаженство на земле, да, ну кто будет против? Да? Даже те же европейцы прибегут, вот понимаете, вы не могли бы нам дать ту технологию, которую вы Показать, придумали да? нам, Показать, как показать, вы вот, это сделали, да. да, вот мы достигли такого, то мы только до Марса можем летать, а вы летите до Юпитера, можете свободно исследовать там, или там дальше Солнечной системы выйти. Ну вот, это как бы в пример, да, ну это чуть смешно, пример я привожу, но не просят же, 1400 лет не просят же. Вот и ты познал, вот говорят, нас 1,5 миллиарда мусульман. Я не видел их никогда. Если два мусульмана одним согласием, они если будут, это счастье. Какие-то шииты, сунниты рассказывают, алевиты, в общем, готовы друг друга там вывести из религии. Ну это извините, я не хочу оскорбить кого-то, да. Я сам не позволю оскорбить свою религию никому. Это не оскорбление, а это факт. Факт. И вот я не вижу концепции, которую они могли бы принести народу, если коротко так выразиться. Вот. И, и вот, конечно, это хорошо было бы, если имелась бы эта концепция. Но, знаете, нам сегодня, вот мы стремились здесь, в Европе, как бы Чеченская республика Ичкерия стремилась к демократии, и сейчас нам предлагают быть исламским государством, да? Другие предлагают нам быть конфедерацией горских народов. Другие предлагают нам быть, значит, Эмират Кавказа. Другие предлагают нам сейчас новый вошел еще Горская республика, да. Ну, казалось, да, Горская республика, казалось, хорошо это все, но так, чтобы нашу свободу, которую мы зубами добывали, насмерть дрались, взять и так просто взять, сделать из нее Горскую республику с кем-то, что-то. Можно это, конечно, можно нашу отдельную государство сделать, то, что нам причитается, от то, что над нами сделано, вот должны возместить каждому чеченцу, начиная, значит, от царских времен, начиная высылки, начиная все, что они творили над нашим народом, конечно, охота, чтобы кто-то ответил за это. И это, естественно, отвечать должен Россия. Мы хотим получить то, что они 100 лет безнаказанно, значит, нашу нефть выкачивали тоже, пусть заплатят за нашу нефть. То есть все это сначала с нами рассчитаются, с чеченцами, то, что было. И, пожалуйста, какой народ изберет, тот и будет у нас закон. Но смотрите, что получается. Ну, сделали мы исламский халифат, мы сделали. Вы поверьте, это не пройдет. Народ это не воспримет. Почему их надо? Они являются религией ислама. И так есть. Зачем кого-то супер делать?
Нам, понимаете, нам не нужны никакие эмиры, халифы, нам чужды это все, чуждо, да. Мой, например, амир – это мой отец. Значит, мать праведных – это моя мама в своей семье. Вот все для меня я так. Зачем мне какие-то углубляться куда-то? Вот и каждый начали сейчас вот эти разные конфедерации горских народов, Горская республика, Эмира. Вот все на один лад идет. И я представляю, если все это занести в нашу республику, что ждет эта республика? Это народ, который, бедный народ, который жить, хотят в другой день просуществовать. Это народ самый оскорбленный, униженный народ является. Мы говорим, вот это наша земля отцов. Да нету никакого земля отцов, нету. У нас все отняли. Все, ничего нету. У нас нету даже, чтобы сказать, что это мой огород. Когда любое время зайдут тебе, повяжут, и пропадешь ты без вести, или убивают тебя, или сажают в тюрьму. Вот это что, разве свобода слова? А какая разница, что сегодняшние они заменят на этих? Одно и то же будет. Вот это халиф, зачем? Эмир, зачем? Патша нам зачем? Патша нам не нужен. У нас не было. Вот сейчас, в последнее время, эта мода пошла, патша и президент. И не было у нас никакого. У нас был старшие люди. Они мудрые, очень далекие, мудрые, решали проблемы наши. Сундела, это я по моим видениям, я ответственно вижу, что это провальная политика. Очень сильно нельзя ночи, чтобы нас закрыли границы. Да, мула, сейчас, конечно, это разговор, когда с Россией мы надеемся, что настигнет их, значит, справедливость над ними, да, и мы вернемся домой все, значит, с европейскими, значит, знаниями, все. Но это мы говорим как бы о будущей Чечне, да, как я вижу, например, свою республику, да. Вот. Это гибельная политику не надо вести. Вот, конфедерации горских народов, Кавказа, там, Эмираты, это все идеология в политику, это нам, видишь, не нужно это все. А вот демократия, пожалуйста, пожалуйста, пусть хаджи мюрды живут, зачем их оскорблять, зачем те других оскорблять, вы же свободно живите себе, радуйтесь, что есть. То есть демократия дает возможность выбор сделать человеку, законы создавать какие-то, чтобы не препятствовало жизни и так далее. Вот я честно скажу, я не политик, но я патриот своей нации. Для меня чеченцы – это я, а я – это чеченцы. Так я горжусь этим. Я хочу, чтобы наше будущее, значит, выглядело на высшем уровне, как в Европе. Но и самое главное – наши права. Это очень важный вопрос. Наши права, соблюдение прав человека на самом. Над этим, конечно, будут бить головы, значит, создавать законы, все такое, но есть некоторые нюансы, которые не очень сильно у нас демократически выглядывают. Ну, возьмем наших матерей, женщин, да, вот, возьмем их. Вот, ну, вот от души охота им все отдать. Вот клянусь, я только все им отдал бы нашей нации, женщинам, потому что это там очень так сложено природно, да, Павел, что эти женщины воспитывают нас, правильно? Они создают нам базу, значит, знаний, передают воспитание, культуру. По сегодняшний день это так было. По сегодняшний день это так было. То есть
В мире сейчас все меняется. Каждым днем становится очень трудно жить. Все. Если ты прозевал, значит, все, ты проиграл в конкуренции с народом. Надо делать нам так, наши женщины должны работать, они должны себе тоже созидать их права, они ущемлены нашим матерям сегодня. Я хочу, чтобы они, значит, на уровне мужчин были в правах. Пусть они тоже, значит, должны свой выбор сделать, а не насильно что-то им пихать, да, или не разрешать. Если мужчина физически сильный женщин, это не обозначает, что слабый должен подчиняться сильному. Потому что сам же тот же Коран говорит, что вы на одном уровне, только по достоинству. Мужчина хозяин в доме, да, хозяин, бесспорно, но по достоинству они все одинаковые. Они должны такие же, значит, иметь права, как мужчина. Почему женщины запрещено, мужчину может? А кто ты такой вообще? Кто ты такой, чтобы женщину нельзя, сам ты эту грязь заносил домой. Она должна терпеть, а ты там пугнул, да, и дальше продолжаешь. А дома ей говорят, что не приходи домой, только мертвый приходи. Ну, это бред какой-то. Ну, я не знаю. Для меня это бред. Да. Есть такие львы, которые чуть ли не бизнес на них делает. Извиняюсь, не хотел я это, конечно. Я за права женщин, конечно. Я за права матерей. Моя мама всю жизнь работала, сейчас она в жизни ничего не видела. И я также знаю, что все матеря прошли через это, значит, адские муки. И дальше, чтобы продолжалось, другие матеря, чтобы так, ну, знаешь, это как-то... Я не могу это смотреть, мне это отвратительно очень. Они должны быть красивые машины, они должны катать, они должны красивые, значит, дома иметь, значит, все должны. То, что они пожелают себе. Но чтобы это сделать все, естественно, у каждого человека должна быть своя профессия, которую бы, да, там, заработали бы. Все. Еще я вижу, конечно, я хочу видеть свою республику, будь он не мой век, мне ничего не надо. Вот не мой, через 50 лет это будет, будь то это через 100 лет, будь это завтра. Я хочу точно один к одному, как в Европе жили наши люди, чеченцы. Вот Бог видит, вот как я хочу, чтобы наши чеченцы жили точно так же, как в Европе. Вот наша оценка как бывает в этой Европе? Единственное, не хватает дин, мы говорим. Но это их дело, что им хватает, что им не хватает. Да? Но я хочу, чтобы точно так же у нас было, чтобы у нас были центральные канализации, чтобы у нас были дороги хорошие, чтобы у нас все круто было, просто круто, технологии было, чтобы мы жили хорошо. Вот что я хочу. Мы Южную Корею должны мы сделать. Мы должны сделать Сингапур. Вот что я хочу. Вот мне что надо. Нам деньги нужны, в конце концов. Вот что нам надо. И я верю в свой народ, что... Вот посмотри по коэффициенту наши девушки, как учатся здесь. Это просто, вы молодцы просто, девушки. Вы молодцы, вы крутые, вы действительно истинные чеченки. Ногчи, Зудбеш, истинные. Вот вы действительно... Ну, с пацанами у нас, конечно, чуть вопрос очень здесь, где я живу, мне не так сильно нравится. Я родителей знаю многих, да вот времени никак не хватает с ними обговаривать эти вопросы, решать. Я очень прошу, чтобы родители
оставшую жизнь не так уж доедали до конца, а вот отдавали, значит, силы детям своим. Вот так я вижу будущее. Ну, как и любой чеченец, я вижу будущее хорошее. Но вот эти халифаты, это все народ не надо. Зачем нам одного менять на другого беспредельщика? Зачем нам? И так эти люди дома нас травили. Мы же ни на кого не обижаемся. Мы же не сердиты. За что мы будем друг друга стрелять? За что начали? Вы сами задумайтесь, ребята. Зачем? Чеченец никогда не стрельнет чеченца. Это как может? Это отвратительно. С русскими у нас ничего не должно быть. У нас должен быть язык в будущем, государственный язык чеченский у нас должен быть, и обязательным английский. Да, английский, я так считаю, не знаю, может, другие мнения, может, народ по-другому захочет. Согласен тоже, да. Да, ну вот даже мы живем здесь, ты живешь там в Германии, я во Франции, там мы живем, мы пользуемся английским, если на между так все, да. Нам английский язык нужен, и русский мы должны забыть это все забыть нам, это все Я не бы, нужно. я бы так категорично не вычеркивал язык как русский. Я Ну, понимаю согласен. обиду, да. Ну, можно как Да, иностранный его изучать. Это у них, ну, да, у них конечно. есть литература, которую можно читать, но не этот. Да, Да, писатель. Ну да, я имею в виду не язык забыть. У нас население еще обладает русский брать его из язык. государственного, ты имеешь в виду, чтобы он не Да, был, убрать да, чтобы вся школа полностью, была на чеченском, да. да, чеченский и английский, на английском, да, и на чеченском. Но это будет очень, значит, передаваемо, очень сложно будет это, конечно, в будущем, чтобы все это переводить Это надо долгий все. процесс, это долгий процесс, да. Но его надо Очень, делать, но его надо, это, к нему надо идти по-любому. Тоже согласен с тобой. да, переводить вот это очень сложности существует. Но тем не менее, это надо делать. Но русский язык нам как бы нужно знать, чтобы попрощаться с ними раз и навсегда. Э, Больше он нам не нужен, Сурху, понимаешь? Попрощаться, вот, спасибо, все, что возможно, чтобы мы были довольны международным судом, высосать то, что сделали они нам, значит, в денежном коэффициенте. И все, сказать до свидания, живите. И дружеские отношения налаживать потом уже. Когда... Насколько тебе кажется это реальным, все вот эти репарации в сторону чеченцев? Потому что сейчас смотришь даже вот этих хороших русских там оппозиционеров, которые говорят, признают они, ну они, конечно, другого не могут от себя выдать, что Украине надо будет после войны платить. Никто не говорит о всех вот этих малых нациях порабощенных. Всем кажется, что вот как бы их и так кормили, и так их чуть ли не это вымирание спасли, что заплатить им, короче. Они вообще сами должны быть благодарны. Вот такое понятие у них. Тебе кажется это реальным, если мы станем независимыми, построим какое-то демократическое государство? Тебе кажется это реальным, что мы будем получать от них какие-то репарации? Это все Да, я понял. Ну вот, ну смотри, Суркун, например, империя не вечно существует. Для нас он очень как бы надолго с нами. Но нам не повезло, как и раньше говорили наши предварители, нам не повезло с Россией, да. Но ломались еще сильнее, там, знаем мы некоторые империи, которые не будем называть, которые, ну, ситуация, каждая империя не терпит рядом сильного соседа и начинает, особенно несправедливого, кто не уживается среди других имперцев, они начинают... Вот Россия не умеет жить с другими сильными государствами. Ну, скажем, цивилизованно, правильно я подчеркнул, да? Если взять Европу, да, остальные, ну, это далеко еще до цивилизации. Мы и вот Россия свою участь ждет уже. Да. Будет он сломлен, не будет. Нам это должно не интересовать.
мы должны сейчас вести ту программу, которую каждый чеченец должен нести в себе, он должен круто поменяться, измениться, значит, поднять голову и сказать себе, что я делаю, в конце концов, какую пользу я приношу сам себе и, естественно, если чуть останется, и своим родителям, детям. Вот он должен кардинально изменить свое мировоззрение. И начать мы должны штурмовать институты. Все школы, институты. Мы должны сначала сформироваться как нация. Ведь Россия просто так своих сынов не ложила на поле боя. Она трудилась, чтобы нас раздробить, эту нацию. И вот она достигла своего апогея. И мы вот сейчас ходим какие-то глупыми вопросами, оскорбленными друг друга считаем. Это решимые вопросы все. Мы должны сосредоточиться, скоординироваться нации. И, конечно, будут те ребята, которые получают с ГБшных кассы денег, конечно, они будут травлить. Но, понимаешь, сегодня уже как бы стало, они когда только начинают рот открывать, они уже чеченцы научились, их уже понятно, к чему они ведут это все. Определять. Определяют уже, как бы становится ясно, да. И вот не делать то, что уже наступили несколько раз на грабли мы. Нельзя, опять же, на эти грабли наступать. У меня до Вот этого что. возник вопрос, когда ты сказал, я не хотел тебя перебивать, халифат, вот мы не хотим халифата. Сразу возникает вопрос, вы там против закона Всевышнего, понимаете? То есть сразу ставится на весы, то есть закон Всевышнего. То есть если ты не хочешь там халифата, значит, ты не хочешь, или исламского государства, значит, ты не хочешь закона Всевышнего. Вот, а что такое закон Всевышнего там? Это же не написано четкое там собрание этих законов, понимаешь? И когда ты говоришь, ты что хочешь демократию, чтобы религия не вмешивалась в государство, то есть религия – это личное дело каждого. То есть ты можешь иметь религию, не иметь, ты можешь в этой религии разных течений быть. То есть, но это не должно подниматься на государственный закон. То есть вот этот подвох, когда ты говоришь, мы не хотим халифата, кто-то, не понимающий вообще, в чем загвоздка, может подумать сразу, что ты вот против того, чтобы там кто-то верил, кто-то какую-то религию проповедовал. То есть я хотел, чтобы ты это немного пояснил тоже, да? Нет, там как раз-таки вот, дело в том, что я как раз-таки демократия им дает свободу выбора. То есть они могут, если я сказал же, если у них есть своя программа, вот на религиозном поле, они могут внести ее в демократическом обществе, внести свою тарелочку, свою концепцию и показать, мы хотим действовать на это. Но не захватывать силой, там, не стараться но людям пудрить голову и остальное все. Просто люди сейчас не дураки. Не надо чеченцев дураками делать. Вот что главное. Предложить свою политическую программу, как Да, какая-то партия. ради Бога. Да, и Да, вот, да. ну, только четко прописанную. Не так говорить, что мы будем решать по Корану и Сунне, а там уже будет ясно, что там. Не. А четко все должно быть прописано. Вот такая программа, она должна быть представлена народу, и народ уже должен тогда понимать, за что он голосует, и сам решить. Вот только в таком Да. случае. Да. Да. И вот некоторые говорят, вайбарцев говорят, солидарности вот нет у нас туда. Ну, зачем так это раздувать барцев или Нет, почему? Мы бушабегу, но мы же хотим свои идеи внести. Вот, пусть напишут на бумаге, у каждой партии напишет, вот покажет, вот и народ разберется, почитает народ, что хочет, и все. Если человек этот, значит, не справляется, вот пусть он дослужит это 4 года, как выберет, да, население, 5 или 4, не знаю, ну 4 хорошо.
лучше, не надо на 5-6 лет, 4 нормально. Вот пусть он выберет, пусть он до конца, вот народу придется терпеть это все, конечно, если он не сумеет вести это народ к будущему процветанию наш, да. Если это президент не умеет этого делать, он должен дослужить 4 года, но не вцепляться в это государство. Да, да зачем ты это делаешь? Иди ради, ты не справил, будь мужчиной или женщиной, если у власти, будь добра, оставь этот пост, оставь. Дай, передай другому, кто... Вот опять голосование, ну никак, вот не начинать, ты прав, ты не... Это все, это отстало все. Это в демократическом обществе неправильно. Вот. Как здесь, все легко и просто. Наша партия прозрачная. Да, каждый даже может стать членом этой партии. Вот. Если кто-то придет, например, дальновиднее, например, меня, я готов это место ему с удовольствием. Да ради Бога, лишь бы ты знал здорово, ты отвечаешь, значит, ты должен отвечать, ты должен ответственность быть, то, что ты несешь или говоришь. Ну, есть несешь, есть говоришь. Вот. Вот так нам, пожалуйста, голосуй. Хай партию юкай вноси. И важный момент затронул, кстати, что в партию может вступить любой человек, Да, да. вне зависимости от его даже гражданства и места проживания. И мы призываем вступать в партию, и кто вот согласен с нашим мировоззрением и с нашим видением того, что в Чечне должна быть демократия, а другие партии к ней не стремятся, то есть их программа этого нам не показывает, что они хотят демократическое государство. То есть поэтому мы собрались, потому что мы хотим сделать по-другому, как в цивилизованных западных странах, да. Когда мы говорим как цивилизованных западных странах, мы не имеем в виду там все, что у них там, возможно, в наших глазах плохо получается, в наших глазах. В нашем понимании мировоззрения, возможно, у них что-то плохо получается на Западе, и наши критики начинают за вот это цепляться и говорить, они хотят вот этого, там, все такое. Нет, мы хотим все самое лучшее, как на Западе, и еще лучшее от нашей культуры, там, от нашего мировоззрения добавить туда, и сделать такую, да, и такую демократию хотим. И поэтому нам всегда нужны соратники, помощь, коллеги, друзья. И так что, пользуясь моментом, хочется сказать, что вступали в демократическую партию и боролись за свою свободу и за свое будущее. Очень, очень правильно. Нам, ребята, молодежь, все вступайте в эту партию. Это дорога честная, вот справедливая. Это единственный демократия, это последняя инстанция, которую можно справедливо судить. Там, если у тебя религия есть, если у тебя светская есть все, не спорьте, все это как бы вы должны на бумаге, значит, преподнести народу. И народ будет выбирать, кто прав, кто не прав. Вот это народу, значит, то, что касается, ну там, да, там есть, конечно, все нехорошо, все только можно... Идеальных систем нету, идеальных систем. Конечно, нету, это земля, мы должны это знать. Даже родные два брата иной раз расходятся в мнениях, это все не идеально все. Но, тем не менее, что народу надо знать, что они хотят просто, они хотят вот эти пулеметы, автоматы, мирное время, что вот эти УАЗики катают, да, не хотят это народ, не хотят. Мы знаем, к чему вы хотите прийти. Уже дома есть такие. Проходили уже тоже. Да, нам говорили, в Сирии, кто идет, тот Дель Мостов, туда-сюда, сами пошли вот эти российские в Сирию. Потом сейчас в Украине джихад, говорят, есть, убивают украинцев. Но это дико же. Это же зачем, ребята, зачем вы убиваете украинцев? Они очень веселые, хорошие парни же. Какие нацисты, какие вы бред. Скажите лучше, вы за деньги это делаете? Вы за деньги это все делаете? Вы продажны. Как вы можете убить украинца и кушать вот это
который вчера твоих родителей убил, вот эти, у врага у них брать эти деньги, куда вы? Это вам придется это Это все еще отвечать. дополнительный маразм. Это на чьей стороне они еще против украинцев? Ужас, Да. ужас, ужас. Ну, здесь больницы хорошие, здесь лучше лечат, чем дома. Приезжайте, лечитесь здесь хорошо, уму-разуму учитесь. Здесь все есть удобство, все есть. Молодежь, вступайте в эту партию, это наше будущее. Никто не стремится, вот эта демократическая партия очень прозрачная. Ну, Сургут, ты знаешь прекрасно, что это прозрачно. Никто не собирается подножки делать, никого личности. Мы любим всех, но мы будем действовать так, как считаем нужным для чеченского народа. А это, естественно, нам не нужны всякие извне, всякий радикализм, исламский терроризм, в кавычках, исламский, и русских вот этих ГБшных, нам все хватит, наубивали нас, чеченцев. Не надо нам ни ваххабистов, не надо ни салафистов нам, ни алевитов нам. Вот это не надо нас делить на религиозной почве. Какое твое дело, кто как исповедует? Ну, честно, какое твое дело? Вот мы... Гарантии, одну мысль хочется сказать. Гарантии, у кого есть гарантии, что вот такое-то течение, такая-то религия, что она вот правильно и приведет именно вот туда, куда все хотят после смерти, да? Если у Да. тебя этих гарантий нету, то давай ты не будешь навязывать свое мировоззрение, там, не свое течение, никому не будешь навязывать, ты будешь им заниматься сам, там, можешь проповедовать его, но не навязывай никому. А государство, оно будет следить за тем, чтобы все вот эти разные течения, все вот эти разные мировоззрения, все вот эти разные религии, чтобы они под общими законами, для всех равными законами жили, чтобы сосуществовали. И если у нас такого не будет, если у нас не будет общих законов для всех чеченцев, вне зависимости от их там, мировоззрений, у нас будет хаос там, у нас будет хаос, неравноправие и тирания. Несомненно, Да. несомненно. И хаос будет. Ну, дело в том, что у нас нету по любой профессии специалистов. Если мы даже вот даже среди нас и мы поедем домой, да, Алмула, и поедем, и если мы будем что-то, один день мы потерпим, 2 дня мы потерпим, на третий день мы, может, камни завяжем по сунне, на живот завяжем 2 камня. Ну, а там дальше, конечно, нам, ну, серьезно, это было же у нас. У нас было же это при правлении вот это беспредела. Люди не хотят больше видеть такого Ичкерия, таких правителей. Людям тошно уже это видеть. Людям. После Дудаева, вот Джахар Дудаева, при Джахаре они как-то не смели этого говорить. Вот эти религиозные риторики, Джахар как бы не позволил бы такие вещи, чтобы... Но ему намекнули, чуть поддавливали его в то время, но он коротко ответил, что больше эту тему не затрагивает. А вот как его убили, вот дальше пошло религиозная риторика. В ущерб. Хорошо бы, если она нам на пользу пошла. Но она именно идет, и по сегодняшний день она идет. Вот посмотри, у нас в Европе был последний шанс быть трезвыми, хорошими. Нас принимали, нас на руках носили здесь. Да? Опять эта исламская риторика, вот эта московская, ГБшная, вот это сломала все. И нас в мире раньше была итальянская мафия, еврейская, сейчас чеченская стала. Понимаешь? Чечены. Вот. Все это опять нам по шее дается. Мы не виноваты, что мы под раздачу попали русским. Мы не виноваты этим. Вот. Не надо нас. Мы простые люди. Мы жить хотим. Мы работать хотим. Остальное. Вот это Это вся, провальная политика. да, Это провальная политика. вся вот эта пропаганда с Кремля, да, вот это, которые создали нам вот это плохое имя, если бы это было только эта пропаганда, то это было бы не так обидно. Обидно то, что многие на это, как сказать,
помощь этому Велись. работали, да, на это велись, и помощь этому велись, это, соответственно, местные власти, все такое, это одно там, тут было много агентов, которые они купили, которые это нарративы тут протаскивали. Это отдельная работа уже для наверное, в будущем, для каких-то следственных комитетов, чтобы они тут местных своих политиков зачищали. Ну, я имею в виду, вот эта пропаганда, которая, вот эти плохие, как сказать, стереотипы, которые о нас распространялись с Кремлем, они-то частенько нашими же людьми-то они и распространялись тоже, они и поддерживались, и кто-то на них сам и покупался, и действительно впадал в этот маразм и становился действительно примером этих, скажем так, этих поведений. В Да. общем, мы не обвиняем во всех злых, как сказать, деяниях, совершенных представителями нашего народа, там, Кремль или другие нации, но надо отдать должное, очень большую роль в том состоянии, в котором мы сейчас находимся, к этому состоянию приложил Кремль. Да? То есть они привели нас к этому состоянию. Да. Да, мы-то что можем. Оставь они нас в покое, не будь у нас уже 300 лет войны, там, не будь мы, скажем так, колонизированы Кремлем, не будь мы угнетаемы каждое десятилетие, не топи они нас в крови собственной, да, возможно, из нас было бы что-то такое, где европейцы уже проходили бы и говорили бы, а мы хотим как у чеченцев. Потому что мы знаем, что в истории у нас была и демократия, там первые азы демократии были, равноправие и все такое. Да? Мы-то знаем, что в истории это было. В какой-то момент люди к нам убегали из соседних там, стран, Да, 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 в согласен. поисках Посадим. справедливости. Да, в поисках справедливости и равноправия к нам прибегали. Это было тогда. А потом, сейчас 200-300 лет, через этот террор проходя, еще нас обвинять в том, что мы не идеальны, это, ну, как минимум, нечестно. Я немного от себя добавил монолог. Да, я понимаю. Да, конечно, это правильно, это так, я тоже считаю. Вот этот, что удивительно, вот что удивительно, вот надо простому гражданину проснуться. Куда мы идем, себе спросить он должен. Куда мы идем? Вот это народ, куда вот он, у него должен же быть какой-то мировоззрение. Вот когда он деньги хочет, он достать где-то нужно на пропитание деньги, он начинает же вот рассуждать. Вот на этом этапе дальше надо продолжать. А что мы будем завтра есть? А что мы будем послезавтра есть? И вот он должен, а кто нам мешает это делать? А что нам? Все. Нужны ответы, вопросы, ответ и так далее. Но смотри, отец многодетной семьи не может без помощи содержать детей, да, вот. Ты, когда мы были очень в трудном положении, наша республика была, у нас были вооруженные отряды. Вот и вопрос, человек должен же себе задать, откуда вот эти брались деньги, вот эти все доллары, откуда брались, откуда они брали. Я не сомневаюсь, что это крутили эти, Кремль отправлял куда следует, оттуда мы получали вот это. Нам не нужны эти группировки вооруженные до зубов. Народу это не надо. Это быдло уже, я вам говорю, вы быдло, если вы хотите опять нас загнать туда. Не получится у вас. Мы должны образовать народ, самый главный чеченский народ, и сражаться, если эти люди, значит, появятся. Но вы не имеете права говорить, что вот вы там такие сякие, что вы грязные, не безбожные, там щелчок мы дадим, вы исчезнете. Мы не отцепимся от вас. Мы с вами будем до конца своих дней. Нам деваться некуда. И вы будете с нами. Давайте жить, решать по-демократически. Что народ скажет, то мы и сделаем. Но если... Конечно, история показывает, что ни один вот эти радикальные идеологи никогда власть просто так не отпускают. Они, нужно будет, и вооруженно ее держат, не подпускают, и держат. Но это, да, в 21 веке, если это пройдет,
значит, чеченцам попадет. Просто не надо их надо игнорировать. Чеченцы, чеченцы четко должны понимать, что нам никто не придет, да. То, что мы сделаем, то и будет. Я раньше говорил, что нам нужны специалисты. А подготавливать нам их в Европе надо, этих специалистов. И технологии, все, особенно технологии, технологические вопросы решать. Очень нам придется все заново там делать, заводы, все это, стараться нам. А просить у нас, естественно, мы должны у Европы начнем просить. Больше некуда. Но сейчас, в данный момент, какой процесс идет? Европа не захочет, чтобы по соседству развивалось исламское государство. Правильно? Она не захочет это, им опасность не нужна. Это Чтобы по понятно, это логически очень понятно, да? Да, она не нужна. Опасность, она даже... Что такое Чечня и что такое Россия огромная? Она борется с огромной Россией, потому что если бы это не Россия, вот ты представь, из-за России им приходится все время в бюджет вносить деньги в Европе, чтобы противостоять этой агрессору России. И приходит, а представь, эти деньги, если шло бы в бюджет на пользу людям, как мы еще здесь жили бы? Вообще вот там работать вообще не надо было бы. Все за нас делалось бы. И из-за этой России приходится все время 70% бюджета на военные, значит, отправлять, чтобы сдерживать эту натиск, эту мощь. И вот если цивилизованный мир борется с Россией, а как она позволит нам быть на боку и каких-то халифат строить, в кавычках, да? И это же уму непостижимо. Это одно. Если нам Европа скажет, это ваш выбор, то, что вы выберете, то вы будете созидать. А вот мы выберем какие-то идеологии в нашем государстве, конечно, Европа от нас отвернется. Она скажет, нам эта проблема не нужна, лучше вы с Россией были, решайте ваши проблемы внутри России. Им выгодно Европе, конечно, решалось это вопрос России нашего. А Россия это без конца тюрьма, война, убийство, своего клочка земли у тебя нету. Как ты спишь дома? Спишь у себя дома, и тебе в любое время солдат постучит, террорист вот этот русский. И открой, Ваня прибыл, как ты спишь, почему правильно не спишь, закон тебе мой такой же тебе устав был. Вот это слушать бред я не собираюсь. Чундела, нам надо стремиться к Европе. И бред, сейчас в данный момент что нам надо делать? Нам надо девушкам, парням учиться, набирать специальность здесь, учиться специально на каждой, биологии, химия, физика, все это надо специальности иметь. Только так. Мы должны сначала сформироваться внутри. Ну, конечно, то, что я не сомневаюсь, что эти группировки все просто так, их снабжают, я думаю, так. Снабжают, потому что содержать вот это все... Да, не все чисто идейные от себя, да, ты имеешь в виду, что там явно где-то прослеживается... между нами, да, скажем так. Так это я думаю. Не надо заигрываться. Враг очень силен, не надо заигрываться. Нам не надо, пока наступит время, нам не надо ни с кем воевать, нам не надо ссориться внутри с кем-то, нам надо чисто зарабатывать деньги, специальности, подготавливать молодежь к будущему нашей республики. И вот когда настанет время, чеченцы сами определятся, нужно им, значит, отдельно или не отдельно. Мы знаем свое дело, и мы, поверь мне, мы не отпустим свой шанс на свободу.
мы готовы. Просто сегодня трудно, сегодня, значит, поубивало очень много. И, кстати, сегодня в России мы на первом месте по, как там было, Смертности. смертность. На первом месте мы не военным путем убивают нас, да, нет, а в общем мы занимаем первое место. А вот нас хвалят, вот чеченцы самое первое место при рождаемости говорят. Нет, наоборот, первое место у нас Нет. по смертности. Вот и делай выводы, да, вот нас убивают, нас преследуют везде, вот эта Россия преследует нас. И вот эти радикалы, которые присылают сюда, ну, они не с чистыми намерениями, они знают, что делать. У них цель нас отсюда выдворить. Выдворить обратно в в берлог, в медвежий, и там подать лапу им, как говорил Джахар. Кадыров, например, он хотел воспитать эту молодежь без следствия суда. Хотел это вопрос замять. И ему потребовалось силы, конечно, российские силы, сам он не справился бы в народе с этим и все. Но дело в том, что и та сторона, и эта сторона радикальная, все, это одна контора. Я так считаю. С одного конторы получают задание. И высшую милу кого убивают? И с этой Народ. стороны чеченцы, и с этой стороны чеченцы. Вот только там дали им клеймо, вот ты мусульманин, вот ты лев Аллаха, вот ты это, и вот дерутся. Да? И под эту раздачу не хотят те умные люди вообще иметь с этим дело. И вот чеченцы отвернулись от этого, народ отвернулся от этих бандформирований, скажем, да, вот эти московские бандформирования. И вот они кровь пролили и не могут остановиться. Хотят мстить теперь, вот не успокоятся, пока или к власти не придут, или мстить. Вот, ну, это все уже, вот если чеченцы не поймут, что их остановить надо, вот что каждый сын своего сына домой не загонит, ну да, некоторых уже не загнать. Но вот Некоторые уже натворили, да. натворили Над ними все будет это, справедливый конечно, суд. конечно. Да. Не, Мы без не суда, призываем ни к следствия, каким там ничего. расправам. Это все должно быть, все по закону, по праву должно быть. Но суд должен быть. Да, суд будет обязательно, я верю. Может, и надеюсь в нашу жизнь, но для меня главное, чтобы больше уже не наступали на те грабли, которые нам уже по 10 раз по лбу каждый поимел. И нам надо, единственно, чеченцам надо, конечно, подумать, куда мы идем, что это не вечно так должно продолжаться. Но пока Россия будет, ну, нас ждет, конечно, такие ситуации, которые неприемлемо нам, в общем. Вот. Я призываю чеченцев готовиться к миру. Все это 90-е годы, вот это все с головы бросить, быть веселее, быть созидательней. Но самое главное, конечно, если своего соседа не любит, не уважает, как себя, конечно, это значит недальновидность. Людей надо загонять, учить. Вот как мы, например, идем учиться здесь какой-то окончить на 2-3 месяца специальность, я не знаю, как у немцев называется. Вот у нас на специальность, когда идешь что-то, вот я удивлялся, как они доносят. Совсем другая программа. Не как у нас дома, да, школа вот эта, которую мы проходили, и здесь вот совсем другая идеология, программа. Вот чувствуешь, что тебя вот действительно доносят до тебя.
Вот у них больше, намного больше здесь развития, конечно, намного, в десятки раз опережает Советского Союза, раньше бывшие программы. Сейчас я не знаю российские какие, но Ну, это, Советский Союз. наверное, на регионах мы сравниваем, наверное. Я думаю, там ближе к центру школы нормальные были, в Советском Союзе тоже. Ну, не суть, не суть. Это Да, мы будем стремиться брать самые лучшие примеры из западных стран, да, только так. да, модифицировать их под наш лад, под чеченский менталитет и сделаем под себя подходящую идеальную демократию, да. Возможно, Да. еще к нам люди придут и скажут, а мы как у вас хотим, да, как вы это построили. Всяк может А быть. мы так и сделаем. От Если нас. мы этого не сделаем, Мгм. надо такой лопата приемлема тебе, чтобы копать землю, и хачкш там на поле, огороде посеять, и живи на этом, если ты не сумеешь этого сделать. Вот и весь секрет будет наш. Конечно, нам, чеченцам, надо проснуться, веселым быть, настроение елш, хыз, ши самуду акшду, ши болгарюач, хыз выходной, родителями, значит, хыз, родитель, шахайкан, на шашлык, там, веселым. Голова должна быть работать, нельзя ушемлять. Вот не надо то, что ты не сделаешь, ну, зачем ты время тратишь, то, что ты не сделаешь и думаешь о каких-то мечтах. Нету эти не надо нам делать, которое невозможно это делать. Нам делать надо то, что мы умеем делать, и стремиться, конечно, к развитию. Нам нужна европейская технология, и все. Я так понял. А то, что сейчас эти религиозники шуму навели, ну, они поймут, если завтра, как а, з- с этими, с правоохранительными органами, как заимеет дело, вот тогда, может, и поймут, на каком они пути. Жалко, очень обидно, жалко. Вот. А, еще одну вещь хотел сказать, тоже вроде она по теме подходит, что у нас много, есть часть людей образованных, ну, кто приехал в Европу, здесь получил образование, нормально все устроились. Ну, среди них часто наблюдается такое восприятие, как моя хата с краю, да, то есть, ну, они сделают, или кто-то другой сделает, мы подождем, если будет нормально, вернемся, а если нет, ну, нам и тут хорошо. Если мы не соберемся сейчас, сами все не сделаем, да, не будет, никто за нас делать, строить демократию не будет. Мы сами должны объединиться, мы сами должны ее построить. Так везде, во всех государствах было, все себе Да, строили, да. И если смотреть на наше прошлое, сколько людей мы положили на пути демократии и свободы своей, да, не пути демократии, а демократия, сейчас это придираться буду к словам, на пути свободы своей. А демократия – это просто система, по которой народ максимально честно может жить. Да? Это, да, как сказал Черчилль, демократия не идеальна, возможно, там, с огромными там, изъянами, но это на данный момент лучшее, что человечество придумало. И поэтому хочется всей этой молодежи сказать, что не сидите, не ждите, что там кто-то за вас будет делать. Давайте, вступайте, впрягайтесь и боритесь за свое прошлое. Потому что если вы вольетесь в местное население, то одно-два поколения вас уже, как чеченцев, не будет. Это пройденные этапы. Это как, то есть, если мы как народ не сохранимся, мы уже станем как бы э, какой-то пиявкой, присосавшейся к другим народам, уже без своего языка, народа, культуры и все такое. Снова мое обращение к народу. То есть у нас сегодня с тобой получился эфир обращений и призывов. да, я опять повторяю, я не политик, я просто помощник своему народу. Я был, конечно, я не помню ни дня, чтобы я как бы не был помощником. Я даже уже все отвратительно стало, когда твой народ нуждается в чем-то, и ты когда ищешь пути, как бы
мы жили хорошо. Вот. И пока их нету, пока мы должны ждать, значит, родители пусть контролируют своих детей, как ты сказал, вливайтесь в демократическое, расширяйте, значит, по-любому это демократические ценности будут нести наша молодежь. Старый, то, что нам передали, нам передали, мы передали вам чуть, значит, покрасив, значит, сделав красивым грядку, мы вам передали. Дальше умейте, значит, вам придется, молодежи придется дальше чеченский вопрос нести и развивать. Иначе гибель нас ждет. Вы не забывайте, все меняется, очень стремительно меняется. Сейчас даже на заводах, вот мы здесь замечаем в Европе, 10 лет назад, если завод имел 200 человек, да, сейчас, сегодня за 10 человек тут такой скачок, что уже 50 человек только работает. 150 человек, идите отдыхайте. Ну да, здесь как бы социально все поддерживают, здесь это нормально. Ну а вот представь, в других местах как. Даже и нету заводов, вообще нету, добывать хлеб. Вот, нам надо думать. Нельзя быть безразличным. И вот я не люблю безразличного человека, когда, да, это все туда, бог. Ну, да, мягко, ну, а как вопросы решать, что, я себя прокормлю, там, туда, ну, вот такие, много что там есть. Самое главное, нам пачи не нужны, нам халифы не нужны, нам амиры, львы Аллаха не нужны. Все, львы Аллаха — это понятие, я не знаю, как это в голове прокрутить надо. Все это в бездну идет. Мы уже прошли это. Просто чеченцам я хочу сказать, вот эти московские, вот эти ГБшные штуки, нам по сегодняшний день, если мы не скинем их с плеч, они на нас висеть будут. Все, нас презирать, уже мир нас уже не любит, презирает. Вот этот Украина особенно взял чеченцы, как будто это чеченцы берут штурмом эту, как будто это чеченцы начали войну с Украиной. Вот, когда нас поубивало вот эти русские, теперь, получается, мы пошли с русскими убивать. Вот это, ну как вы можете это пережевывать? Вот. И Этот, этот, все. этот беспредел хотелось бы отдельно подчеркнуть, потому что мне кажется, что он слишком мало освещается, не всегда четко подчеркивается, понимаете? Империя, напавшая на маленький народ, за 10-20 лет воспитавшая там в пропаганде целое поколение, заставляет эту молодежь кого-то обманом, кого-то там, не знаю, силой, в основном всех силой, давлением, заставляет эту молодежь, это национальное меньшинство воевать на своих войнах, да, с другими странами и обвинять вот это маленькое государство, которое было захвачено и которое силой, обманом себя заставляют, закидывают на передовую, как мясо, обвинять их в чем-то, это, по-моему, ну, сверхлицемерие. Тем более, если вы, все соседи, весь Запад в свое время промолчали, закрыли глаза, поверили нарративам Кремля, и закрыли глаза на то, что там происходило, на тот ад, который там происходил, да, если вы закрыли глаза и дали этому случиться, теперь, пожалуйста, не удивляйтесь и не задавайте какие-то неподходящие какие-то вопросы, какие-то неэтические вопросы, да, немного поразмыслите и подумайте и перед тем, как задавать такие обидные вопросы. Я просто приведу пример, если сейчас Россия захватит всю Украину, через 20 лет вы увидите украинцев, кричащие там, за Путина, за Кремль, за Россию и воюющих за их страну там, на каких-то войнах. Понимаете? Это процесс, который со всеми случается. Тем более 20-30 лет там пропаганда, машина очень сильно работает. Поэтому перестаньте такие глупости говорить и вернитесь к тем вещам, что вам еще тогда Джохар Дудаев говорил, и отталкивайтесь от них. Да?
Вам надо было помочь тогда, чтобы не случилось сейчас это. Ну ладно, это уже случилось. Давайте сейчас концентрируемся на том, что сейчас случилось, и как мы будем, как сказать, в будущее идти и работать над тем, чтобы это не повторилось. А не сейчас это поднимать эти темы, почему чеченцы воюют там на стороне России. На стороне России не воюют, во-первых, чеченцы, воюют россияне, да, кто-то за деньги, кто-то основная часть под гнетом и этим силой туда отправлены. Все, больше этот вопрос, чтобы не возникал. Короче, я эмоционально немного сказал. Правильно, да. Надеюсь, я Нет, суть, нормально, нормально. Все суть отлично. передал, надеюсь, да. У Ты нас очень, да. сегодня этот выпуск обращений будет. Мы так и назовем. Это обращение Аслана Лорса. Но я не такой персона, чтобы кого-то, чтобы меня кто-то слушал, да. Но максимум там мои же там домашние послушают, друзья, может, послушают. Все. Никто Но из нас все не такой равно персона. Мы все демократы, мы все равноправные, все, у нас у всех мысли очень отличные, и мне на самом деле всегда очень нравится слушать тебя, когда ты в чате говоришь, когда ты начинаешь что-то говорить там в чате, мне всегда нравится, я всегда слушаю внимательно. Так что я понимаю, что ты скромный человек, я понимаю, но я не соглашусь с тобой. Мне очень приятно тебя слушать, так что не надо лишней скромности. окей, окей. Ты Рейсхоль Аслан, за ответы, за время, за все, за то, что ты есть. Рейсхоль всем, кто слушал, большая благодарность. И по традиции хочется сказать, будьте демократами, вступайте в демократическую партию. Deri sıkıyorsun onu. Ne şey Hadi gör, diyor. hadi gör Hadi masaya. gidelim. Büyüsü yapılıyor.